Когда я оглядываюсь назад, я, странно, но оказывается очень сильная. Ну, когда я сейчас начинаю смотреть, вот вглядываться, вернее, в себя, я начинаю думать, что я какая-то правда, ну, какая-то во мне была вера в какие-то свои гипервозможности, иначе я рисковала вот так много в жизни, как это могла сделать. Сейчас, скажем так, ну, я более, ну, женственная, скажем, да, вот, а, не консервативная в творчестве, но консервативная в семье и в отношениях с семьей. Я вообще была всегда консервативна в этих отношениях. И в современные игры между детьми и мамой, родителями плохо играю. Может, это нехорошо, но я в этом смысле традиционная, да, и иногда бывает, что, ну вот, мой сын начинает говорить, посмотри, как девочки изменились, критиковать. Когда он начинает, посмотри, как они одеты и так далее. А потом он мне говорит, а вот ты же смогла от всех соблазнов уйти и остаться абхазской. Я ему говорю, в их возрасте ты даже не представляешь, в каких коротких юбках я ходила. Но эти юбки абсолютно не определяли мою внутреннюю сущность. Вот я ничего не нарушала. Вот я могла жить в ситуации, которая не очень, в окружении людей, которые абсолютно не понимали наши традиции, но и оставалась традиционной. Вы знаете, когда я училась, у меня было одно платье, единственное. Я сдавала экзамены, и папа мне сказал, там только у кого есть какие-то блаты, как тогда называли, или деньги поступают. Это так знали. Ну, вы знаете, да? Вот в наше время было такое. Я сказала, я хочу поступить. Я же в школе хорошо училась и не боялась. Правда, я не знала даже, где университет находится. Я приехала и всех спрашивала, иду пешком с вокзала, нашла университет. И я хочу сдать экзамен. Я выхожу, у всех родителей, все ждут, всех целуют, а я одна. Потому что никто меня не хотел в университет послать. Ты же не поступишь. А я поступила. В моем кругу я не единственная. Ну вот, да, с такими вещами, может быть, не столь заметными. Реакция, конечно, не реакцию я ожидала. Папы, ну это вообще, я знала, что папа мой никогда это не одобрит, потому что он у меня такой старый закалки. А еще с учетом того, что я абхазская невестка. Ну, как-то моя свекруха, она такой человек очень тактичный, естественно. Но, естественно, когда я туда езжу к родственникам, да, Альфи Абзейра, даже летом мне приходится одевать. Да. Реакция супруга, он как бы, я всегда его, можно сказать, у меня такая манера, как бы почву пролаживать. И когда я сказала, что вот я хочу, ну, всегда ставила перед фактом. Сделала, пришла. Так порет, я думаю, ну все, ну уже сделано, что ты сейчас мне руку отрежешь, что ли? Ну вот как-то так. Вот. И он мне всегда говорит, еще одна татуировка на твоем теле, я говорю, еще 4. Живем здесь, работаю, муж работает, а дети в школу ходят. Я раньше открыта была, без косинка, всегда хвостиками. Ну, потом решила хиджабом. Ну, думала, никто не сказала, ну, я думала уже не маленькая девочка, не молодая. Ну, думала, уже время прошло. Ну, одела хиджаб. Ну, мне нравится, я люблю. Когда я одела, ну, соседи не узнали. Они думали, это из Турции кто-то приехали. Потом сказали, Гульнасти. Я говорю, да, почему так делаете, это всегда открыто было. Я говорю, да, я так решила. А потом уже они тоже привыкли. Ну, ничего плохого не говорят здесь. Где бы я ни была, где бы я ни жила, Дальний Восток, там Москва, Кострома, я никогда не ощущала себя дома. Во-первых, мы всегда уезжали. У меня 3 детей, и я со всеми 3 детьми
все время прилетала сюда. Каждое лето мы 3 месяца всегда здесь, зимой прилетали, то есть мы неотделимы были от Абхазии. У меня папа является не абхазцем, он является таджиком, мама у меня абхазка. Они познакомились в 1964 году, это, то есть в советское время, в городе Челябинск. Так получается, что мама моя поехала туда на заработки, как бы, ну, она с деревни, и раньше было как бы принято зарабатывать, то есть кто собирал табак, кто собирал чай, зарабатывали, а мама моя поехала туда, повезли, не знаю, со своей сестрой мочалку. Они там продавали, и мой папа приехал тоже туда, он приехал с Узбекистана, с города Ташкент. Как-то он случайно, невзначай увидел мою маму. И вот он пришел, узнал, где они остались, в какой гостинице, где они снимают номер. Пришел, значит, просить руки моей мамы. Они испугались, находясь в чужом городе, они согласились. Ну, значит, они маму обручили, все. И дядя говорит, ага, на абхазском он это говорит, он Джигерду никогда не найдет, значит, он за тобой, говорит, никогда в Абхазию не приедет, говорит, тем более в Джигерду, говорит, точно не приедет. Можешь ты расслабиться, соглашайся, говорит, за тобой никто не приедет. Мама моя согласилась. Они, значит, с Челябинска приехали сюда, договорились, папа мой взял номер телефона, адреса, все взял, но они забыли про папу, приехали в Джигерду, они рассказали, как смешной случай, что с ними произошло, находясь в Челябинске. Ну, родные никто не поверил, они это все восприняли в шутку, и спустя 3 месяца мой папа, значит, приезжает за мамой. Разведенной женщиной, конечно, быть очень сложно, если честно сказать. Все равно, как это говорится, как это сказать правильно, наше общество, наша молодежь, наши ребята, наверное, когда слышат слово «разведенные», они относятся как-то неправильно к этому. Я считаю, что, по крайней мере, считала так, что девушка замуж выходит 1 раз. Но так получилось, что не сложилась моя первая судьба. Я сама закончила Гагринскую школу, но в Пицундах я не бывала ни разу. Но в тот год я поехала работать туда с мамой в кафе в аренду брали. Я познакомилась с ним там. Вот уже живем на протяжении 5 лет вместе. У нас 2 маленьких детей, у него дочка от 1-го брака. 18 лет уже замужем. У меня дочь в 8 классе. Начало 3-го ночи раздался телефонный звонок. Была на проводе женщина, она не представилась, но, соответственно, знала, куда звонит, к психологу. И прозвучали такие фразы. Она сказала, что сейчас у меня находится, вот я держу горсть таблеток в руке, и я хочу вам сообщить о том, что я буду сейчас сводить счеты с жизнью. Вот. Как потом выяснилось, слава богу, этого не случилось. Как потом выяснилось в процессе разговоров телефонных, я не видела никогда в лицо эту женщину. Проблема была именно связана с тем, что за ее плечами десяток лет жизни, дети взрослые, уже, можно сказать, самостоятельные, а муж нашел себе другую женщину, и он заявил о том, что он хочет уйти из семьи. Я помню себя, как я сидела над своим первенцем. Это было 2 дня, когда я от него просто не отходила, не отводила глаз. Я помню девочка, которая со мной была в одной палате, она говорила, ну ляжь уже, поспи. А мне казалось, что нет, я не могла насмотреться, каждое прикосновение. Это невероятные чувства, и я желаю каждой маме, каждой женщине, которая хочет иметь детей, испытать эти чувства. Раԥхьаӡа хшара дансоу исгәалашәоит сан санылза сус ласҳәеит. Сан схәыҷы зегь раҵкыс дыԥшӡоуп, иашан ибасҳәеит, мцзам, нас избаз ахәыҷқәа дреиӷьуп. Нас исгәалашәоит сан ус лҳәеит, Лиза зегь рхәыҷқәа дара рзын иреиӷьуп ҳәа, иԥшӡоуп дара рзын. Мне кажется, ни один мужчина в мире, как бы он ни любил своих детей,
он не может понять полностью то счастье, которое ты испытываешь от того, что у тебя есть маленький ребенок, которого ты сама создала и которого ты каждый день лепишь буквально из себя самой. После второго ребенка у меня была самая настоящая послеродовая депрессия, которая проявляется и в физическом недомогании, и в такой в апатичном состоянии, в эмоциональной нестабильности, потому что есть определенные процессы, которые происходят в организме. Это и изменения физиологические, гормональные, когда женщина просто не может владеть своим состоянием, потому что это происходит, много чего происходит в бессознательном, и наше сознание, наша голова не готова, не может справиться с телом. Я родила совсем нездорового ребенка. Когда я столкнулась с этой большой бедой, когда я столкнулась с очень серьезным диагнозом, конечно, мне было очень плохо. В те годы было очень трудно всем. И мне даже не у кого было просить помощи. Молодая мама, которой нужно сделать все возможное, невозможное, чтобы вылечить своего ребенка. Сильной женщиной не рождаются, ею становятся. Шабата отобрали или позвали в Академию футбола в Тольятти. Ему было тогда 13 лет. У меня, конечно, был немножечко стресс. Как же его отпускать? При том, что он очень азартный мальчик, и он может поспорить, он сделать какие-то несерьезные шаги. И я вот думала, что же ему такого сказать, чтобы я была спокойна, да, вот что он не навредит себе и никому. Я не знаю, может, был какой-то случай, что погиб кто-то там в аварии из знакомых. И я прихожу вот и Шабату говорю, я хочу, чтобы ты знал, Шабат, вот если ты или твой брат, то есть кто-то из вас тупо погибнет бесцельно, да, вот там держал скорость, разбился, погиб, наркотики, передоз, умер, поспорил откуда-то, прыгнул или еще что-то, я жить не буду. В этой школе порядка 500 детей, там психологи проводили собеседование с каждым из них индивидуально. И они спрашивали, а какие у вас цели? И Шабат говорит, первое, это моя семья. Второе, это мои друзья и мой авторитет. И третье, это футбол. Психологи, он говорит, мам, минут 5 молчали. И они осмысливали, что он им сказал. И потом, говорит, они сказали, и вот из всех детей ты первый, кто футбол поставил не на первое место. И даже не на второе. То есть, о чем эта история? Это история о том, что мои слова были услышаны им. И он их проживал 4 месяца. Он в этом жил, обдумывал, да, вот. И то есть я была услышана, это первое. Второе, у него выстроились приоритеты. Это в 13 лет. У взрослых не у всех приоритеты есть. Выстроились приоритеты. Как вы думаете, я могу такого ребенка на край света отпустить? Быть мамой и работать — это крайне сложно. Зачастую, и вообще очень часто, приходя вечерами домой, я задумываюсь о том, что насколько меня мало в жизни детей. Советовать мамам, допустим, сидеть с детьми, не работать, или же работать и оставить детей, тоже сложно. Конечно, самая выгодная, лучшая комбинация, когда все хорошо в семье, заработок — это не первое, ты работаешь ради удовольствия, там, до часу дня, и все, и бежишь домой к детям. Но в нашем мире все совершенно по-другому. Даже если в семье все хорошо, тебе надо зарабатывать или не надо зарабатывать. Человек ответственный в семье, он ответственен и на работе.
Каждый день, приходя вечерами домой, дети нуждаются в маме. Это очень важно. А у мамы не хватает сил. У мамы не хватает нервов, и порой все, что накипает на работе, ты начинаешь выплескивать на детях. И зачастую себя останавливаю, когда я начинаю ругать, кричать, возмущаться, потому что кроме того, что я кричу: разденьтесь, умойтесь, давайте спать, все, пора, другого не происходит. И это меня очень удручает, потому что я понимаю, насколько это нужно и насколько я не могу это полноценно делать. Я свою молодость прожила в России. Я успела и погулять, на дискотеки походить, и в университет ходила, работала во многих местах, между прочим, не по своей профессии, которая у меня сейчас. Здесь я уже такая состоявшаяся мама, жена, то есть у меня нет других забот, как дом и бизнес. То есть я, может быть, немного со стороны и утопла в этом, но, честно, даже иногда хочется куда-то пойти, а понимаю, что вроде бы не хочется. Как-то уже вот, не потому что я старая. Служение искусству требует целиком отдачи от всего, от всей твоей сущности. И семья требует тебя всего полностью. Внимания, любви, заботы, ласки, всего-всего. Материнской прежде всего. Так как и то, и другое требует тебя целиком и полностью, ты не можешь никак раздвоиться. Значит, где-то приходится откусить кусок, здесь откусить кусок. И как-то так сделать, как мне сказала одна моя знакомая: вы величайший любитель компромиссов. Вот я выросла на компромиссах и стараюсь всю жизнь этому следовать, потому что я так понимаю, что без этого никак. Жертвовать семьей ради искусства – это неправильно, потому что искусство – это эфемерное. Оно сегодня есть, завтра его нет. Театр сегодня есть, а семья, она навсегда. А с другой стороны, жертвовать искусством ради семьи тоже нехорошо, потому что я бы не занималась, наверное, этим, если бы у меня не было определенного таланта. Может быть, я родилась на свет, может быть, для этого. Иначе, я себе не представляю, например, кем я могла бы быть в жизни, если бы я не реализовала вот то, что во мне было заложено от природы, то, что дано было Богом. Сара среялскыс занат зариводю амакмабра квацу пересуно, акакчук ацу пересуно, ашит рацу парам рацу, абсас шизом избанук зер, иба абсно, яичка аводзу, захпату акузу, намыс змаводзу, иба абсно шиголом шуздру. Мазалахана бабсра касымсыз. А бабсы біз өзірге бүкші бізді сыраяртую. Упреком, акыбызды какы саштыхедзуке, апасшизу. Образование, да, получила все, и, конечно, работаю в государственной сфере, но всегда чувствовала, что хочется чего-то другого. Попробовать все возможные, наверное, жанры. И лет 10 назад впервые вообще синтезатор даже увидела в глаза. И посчастливилась играть в коллективе. Коллектив, который играл рок-музыку, фанк, блюз, все что угодно. И вот понеслось. Тут уже сомнения другие. То есть ты занимаешься всю жизнь классической музыкой, ты посвящаешь это много лет, училась, работаешь, а тебя знают в этой сфере как классического музыканта. Здесь ты начинаешь себя показывать с другой стороны. У нас здесь в Абхазии это вообще редкость. Женщина на сцене и еще и за клавишами. Вот. И начинаешь задумываться, потянешь ли. Многозадачность именно у женщины, это, мне кажется, вот любую женщину, если взять, то она справляется с несколькими задачами ежедневно, ежесекундно, это однозначно. То есть мы можем думать одновременно, да, о работе, о семье, строить планы, куда пойти, как скоординировать другие моменты. Мне кажется, что
каждая девушка должна быть счастлива, что она девушка, и правильно нести свою ношу. На сегодняшний день у нас есть такое понятие, как, знаете, мы воспитываемся в абхазском обществе, и в основном у нас традиционная культура, когда нас воспитывают и говорят, как девочка должна себя вести. А сейчас, на данном периоде, да, есть такой какой-то переломный момент, когда мы сталкиваемся с реалиями жизни, когда мы понимаем, что помимо традиционной культуры, которая нас воспитывает, есть еще и мир, который кричит о том, что девушка должна быть самодостаточной, она должна быть свободной, она должна быть активной, она должна быть реализованной. И, конечно, здесь очень важно и четко понимать, правильно понимать все эти слова. По природе своей женщина, она мама. И, естественно, счастье и здоровье детей – это самое основное, что вот как бы в приоритете у любой женщины. Но и плюс ко всему есть и другая сторона, которая должна идти вровень, как с основным предназначением самореализоваться, скорее всего, как личность. А мужчины ошибочно полагают, что женщины совершают какие-то поступки, особенно касаемо их внешности, исключительно ради мужчин. Но на самом деле, я их огорчу, это совсем не так. Женщины делают все исключительно ради мнения других женщин. Они худеют, ходят в спортзал, занимаются собой, ходят к косметологу и делают пластические операции исключительно, чтобы нравиться себе. И, естественно, чтобы о них говорили другие женщины. Нравится ли мне быть женщиной? Да, нравится. Мне нравится, и я себя ощущаю женщиной. Тогда, когда я еду в общественном транспорте, мне уступают место, меня пропускают вперед. Мне было 41 год, когда я впервые стала мамой. Но это уже совсем недавно было, потому что моей доченьке сегодня уже 10 месяцев. Ну, для нашего общества, в принципе, это считается поздним. Я очень часто гуляю по берегу, встречаю разной категории мам, и мы знакомимся, и я действительно вижу, что немало вот таких уверенных в себе девушек, которые могут себе позволить, во-первых, и в зрелом возрасте родить и не одного ребенка, а во-вторых, могут себе позволить, даже не опираясь на помощь партнера, вырастить этих детей. Я уже не сомневаюсь, что они смогут их вырастить, потому что эти мамы работают, находясь в декрете, потому что этим мамам в том числе помогают их родственники, которые, несмотря на то, что это не совсем соответствует, может, нашему менталитету, прекрасно признают. Любовь к детям – это, наверное, когда чуть-чуть это твое, родной. А вот в педагогическом смысле это, наверное, когда ты непосредственно участвуешь. Может быть, не так, вот как с родными детьми у тебя это происходит, но непосредственно участвуешь в становлении личности, так или иначе. Я всегда своим детям говорю, что вы знаете, ребята, наверное, самая великая профессия в вашей жизни, которая вас ждет, это быть человеком. Это самая высшая, наверное, профессия, которую вам обязательно нужно освоить. Устроили меня на работу в госпиталь Вишневского при Минобороны Российской Федерации, где в течение 12 лет не обновлялся коллектив, и там коллектив в основном состоит из врачей-мужчин. Я говорю, меня прислали в отдел кадров, я буду у вас работать. Он мне говорит, вы в этом уверены? Я говорю, ну да, вы слишком самоуверены. Вот чисто такой был диалог, он еще так посмотрел на меня, думает. Он звонит в отдел кадров. Кто вот эта Хаджиева ко мне пришла? Они ему говорят, не Хаджиева, а Худжава. Какая разница? Вот такой ответ. Ну, такой был человек, ничего не поделаешь, военный. Надо как-то было уже как-то выходить из этой ситуации. То есть взять и уйти, это, наверное, его было... Он, наверное, думал, что я возьму и уйду, я так думаю. Но мне некуда было уходить, поэтому мне надо было устраиваться на работу. И все 3 месяца я находилась в аду. Тот опыт, который я там получила, хоть как бы тяжело в учении, легко в бою, это правда. Выбор мой пал на эту специальность, потому что это было для меня каким-то неким вызовом.
Ну, все удивлялись, такая сложная профессия, а ты девочка, ты уверена, что ты справишься? Наверное, меня это подстегивало, мне хотелось доказать всем, что я смогу. Ну, были, конечно, и те, кто считал, что диплом нам нужен только для того, чтобы удачнее выйти замуж. Но я могу их понять, их предположения основаны на их опыте. Из всех девочек моего курса на данный момент по специальности действительно работаю только я одна. В Абхазии существуют стереотипы о том, что программирование это все-таки больше для мужчин. Ну, если мы обратимся к истории, мы увидим, что до 80-х годов программистов больше было женщин. В 40-х, 50-х годах, когда особо активно развивались цифровые компьютеры, именно женщины были первопроходцами в написании программного обеспечения для них. Ну, происходило это так скорее потому, что тогда, на тот момент, программирование не было престижной специальностью. И мужчины в индустрии относились к написанию кода как какой-то вторичной и не слишком интересной задачей. А вот в 80-е годы ситуация стала кардинально изменяться. Все потому, что персональные компьютеры стали появляться в домах, подростки стали иметь возможность работать с ними, сыновья практиковались вместе со своими отцами, а к девочкам это не относилось. Ну, эти роли вообще исторически привычны. Мальчиков поощряли к играм с компьютерами, конструкторами, электронными схемами, а девочек подталкивали в сторону кукол и игрушечных кухонь. Мне 22 года, и в последнее время часто задают такой вопрос, не собираюсь ли я замуж, а почему я не собираюсь замуж и так далее. Почему-то часто сталкиваюсь с такими стереотипами о том, что когда девушке наступает определенное количество лет, это 22-23 года, то обязательно нужно выходить замуж. Я абсолютно не согласна с этим стереотипом, потому что для меня очень важно реализовывать себя, свой потенциал, развивать себя постоянно в различных сферах нашей жизни. Жизнь такая интересная, необычная, и столько всего нужно успеть, что, мне кажется, замужество — это не самое главное. Мне, на самом деле, даже самые родные и близкие говорят, что самое главное в жизни девочки — это выйти замуж. Удачно выйти замуж. Ну, конечно, замужество очень важно, и я не отрицаю такой институт, как семья, и что-либо такое, но при этом я не считаю, что должны быть какие-то определенные рамки в нашей жизни, и тем более со стороны чужих людей. Я безумно люблю детей, всегда любила. Я даже когда вижу детей на улице, мне все время хочется подойти и вжиться в роль вот эту аниматорскую и сказать: ой, ты какой хорошенький, здравствуй, какой ты миленький. Я поняла, что это мое призвание уже когда мне исполнилось 17 лет. Тогда я провела впервые свое первое мероприятие. Спустя примерно 1,5-2 года после этого я решила сделать свое дело. Прямо погрузиться в это все полностью, создать вот эту большую сказку красивую. У меня есть большая мечта сейчас, в настоящий момент. Я безумно хочу в Диснейленд. Очень хочу, умираю. С удовольствием поеду, как только представится это возможно. И меня всегда это вдохновляло. Схутя хасисыман сара уктагым саназхалак иqassaru псхату солод концерт. Убри суктакы яжижа башук сысхыцанзы суктакы сыманы сайвын избанок зарнас макяна сахьям хаубыс яхызго яжижа башук санас хыцуаз сымширачны изгвастит убри суктакы насыгзарц. Нас ус баша фонограмма джагна кумгуа зарейстахын нас аюд зарахарагны егя ичгязерги егя уадаю харги а музыкант шады бхаланы бзены нас аюд зарахарагны мепызгарстахын ачны еробре концерта нақалозачны ашиш заскылыт сара ашиш засапшит сыпшын а музыкант дасут апенина нас архаю Валера Барганджи, да сасут иштисхан отел сакухон слом хайнада скот акаксзахадзом аври субжет ты субжет ус нейта репетиция джем وشتا دراخ مريالا قوتا شوكا يسزحزم يوزوي بخي بربانقل ناس وبرا أجب музыкант Шаруач, Ксюзак,
абасаникл бдребра зигибзехот чанкл ишта базымхоцна каги базымхоцна хан абас сайр хыжхыжын Сергей сахуцит зынза схуцра микрофона чеснейн яйца бже Моя бабушка не была ветераном войны, не общественным деятелем и даже не происходила из княжеской семьи, но она была тружеником на своем домашнем фронте. Она вырастила 4 детей, самым младшим был особенным. До конца своих дней она заботилась о нем. Утро начиналось раньше всех, и позже всех она ложилась спать. Практически каждый день она встречала гостей и каждый раз варила большой котел мамалыги. Нужны сильные руки, чтобы размешивать деревянной лопаткой мамалыгу. Моя бабушка обладала такой силой, но не зря на абхазских свадьбах мамалыгу варят мужчины. Накрывая на стол гостям, она никогда не садилась вместе с ними. Я ни разу не увидела, чтобы бабушка с дедушкой одновременно ели за столом. Когда умер мой дедушка, бабушка не плакала. Даже в день прощания она не проронила слезу. По нашим обычаям не принято прилюдно проявлять свои чувства, особенно скорбь по мужу. Но в тот момент я не понимала этого. И тогда я ее спросила: «Бабушка, почему ты не плакала? Неужели ты не любила дедушку?» Она в ответ лишь ухмыльнулась. Но я помню, однажды я застала ее в слезах, и тогда я поняла, что она тосковала по мужу, но она предпочитала боль утраты делить наедине с собой. Однажды зимним вечером бабушка увидела сон, как дедушка позвал ее к себе. «Забери меня только летом», — успела она сказать. И я помню, как долгое время ее не покидало чувство тревоги. Но тревожилась она не за свой конец, а за то, в какое время она может умереть. Она беспокоилась за людей, которые придут оплакивать ее в холодный зимний день. Бабушку не стало 19 августа, и умерла она так, как хотела, быстро и летним вечером. Ауаарацәа сызларылахәу ала, сара сзаанаҭаҿы лассы-лассы исықәшәоит убри зазҵаара зҳәо, изыҟашәҵои аԥсуаа шәнышәынҭрақәа шәынхараҭыԥ иазааигәаны. Уи аԥсуа усгьы ихаҿын, зынӡаск иҵыхәтәан иааиуа акоуп аҩны ҭины зынӡа ацара. Ус дықәымҵрада ԥсыхәак аныҟамла, нас еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа ҟалоит аԥсҭазаараҿ. Ус баша аҩны аанижьуеит акәымзар, аҭира шамахамзар далацәажәаӡом. Анаџьалбеит, изыҟалеи иаб игәараҭа иҭиртә еиԥш ҳәагьы ҳара ҳныӡбаны инарзыҳәҳәагьы ауп ауаа. Абас анышәынҭрақәа ааигәа изыҟарҵоз убриазы хагарак аӡәы ихахьы иааиргьы инышәынҭра даҽакала дырхәыцып ҳәа, насгьы ирацәаҩхарушь атәым нышәынҭрахь иҟоу анхара егьи ԥшӡазаргьы ааӷәара зҭаххо дмаҷхоит ҳәарада. Сара схәыҷны исгәалашәоижьҭеи сани саби рхабжьабала мацарала ахаҳә актәи анышьҭарҵаз ианаркны исгәаламшәо агьыҟаӡам, аҩны дыргылт. Хацәнамырха аус руан, ироулак зегьы аҩны иахҭнарҵон. Ԥыҭк еилызкаауа саналага, саб убри уццакны зегь зыҟауҵои, иаҳҳәап, араса рацәа ҳамоуп. Араса шеиҭауаҳауаз абнақәа зегьы урхыст ишьҭоу нымгыло ианысҳәалак. Дыччон, уи нас-нас еилыбкаауеит. Бара бшьамхы еиқәыршәны
ибгабхо машинак бақәҭәаны абашьеибареи ашәшьыраҿ шәтәаны санышәгәалашәо убри азами сара сцена исабаԥу, убри азоуп изыҟасҵо, сара ушьҭа изакәызеи исҭахуи, сышьҭахь инхо аӡә даламгәырӷьозар инсыжьуа. Сан лакәзар, сан абри аҩнтә усқәа анааԥҵо, быццакны изааԥҵои? Ашьшьыҳәа иҟаԥҵар заҟамланы сҳәалак. Даараӡа иџьасшьап, ибҳәо закәи ҳәа зныкгьы лымҳәаӡеи, нас еилыбкаауеит. Нас. Рацәакгьы имӡеит уи нас ҟалеит. Нас ҟалеит, атрагедиа амзыз шьаҭас иамоуп сашьа иҟам лара. Ауаҩы зарыцҳарақәа иахьаԥсны амҩаҿы ирацәоуп. Сасра ицоз џьоукы дрыдԥслеит сашьа заҵәы, ҩыбжьба шықәса ракәын ихыҵуаз, ихшара дыҟамызт, ҩакалак агьнымхыҵит. Уи иара иаԥхьа шықәсык ишьамхы иҽиргахьан саб, шықәсык аԥхьа. Уи изаимбаӡеит. Аха сан лыҟазаара, аҟазаарақәа шумҳәозаара иҟои, жәашықәса баша лыԥсы ҭаноуп. Сҳәар сҳәа, аамҭак иаҿгьы алагӡаны, сан ачымазара дыхәнажәан, сачымазара лызцәырызгоз мачхәызма. Сангьы лынарцә мҩадықәлеит. Нас ашьҭахь шықәсыканӡа лассы-лассы сцон саауан, аха аҩны шаҟа иуа иҽырбои унхо џьшьаны. Сгәалақәа иргәало, сгәалақәа шьаҭас ирымоу. Снеит сыԥхьаӡо усҟак илашот, абас бызгаҭа ҳамацарак снамхаргьы ԥенџьырк аасыртыр, амнианк иҭәны ишыҟаз еиԥш алашара иалагоит, аха шаҟа сынхои саргьы шәкирку арахь. Даҽа уск сахнагот саныгьежьуа, еиҭа атеатр аԥардақәа реиԥш еиҭа инеимаҳауеит. В Абхазии 22 декабря 2015 года был принят закон о запрете аборта. К сожалению, рождаемость у нас так и не повысилась. Почему? Потому что женщины, вступая в брак, беременные, у них есть определенные хронические заболевания, которые несовместимы с беременностью. Есть еще и пороки развития ребеночка, которые несовместимы с жизнью. Но в нашем законе говорит о том, что пока бьется сердце у ребеночка, прервать беременность нельзя. Но при этом есть такие пороки, которые, когда у ребенка нет головы, аненцефалия, когда вместо желудка у него определенная грыжа, гастрошизисы, когда есть гидроцефалия, различные пороки сердца, которые несовместимы по принципу с жизнью. Но женщина бедная должна внашивать этого ребенка все 9 месяцев, потому что у него бьется сердце. Вообще не разрешать аборт, не оговаривая это другими нормами, когда женщина, у которой есть медицинские показания к аборту, это вообще, это, по-моему, это какая-то не просто халатность, а какая-то жестокость вообще непонятная. И те мужчины, которые голосовали за такой проект, по-моему, они совсем не знают женщин. Вообще-то проблема рождаемости – это проблема, связана ведь не только с женщиной. Я встречала, конечно, женщины в нашем обществе, но это единицы, которые говорят, что типа не буду нищету разводить. Я знаю молодое поколение, которое с удовольствием 3-го рожает, они готовы и 4-го рожать. Другое дело, насколько мы семейные ценности умеем преподносить правильно, насколько государство хоть в какой-то степени может поддержать, да, социальная поддержка все же должна быть. Но прежде всего очень важно, как позиционирует себя мужчина в семье.
Извините, если мужчина боится ответственности, ему больше хочется полежать на диване, посмотреть телевизор, тогда, конечно, много детей у него не будет. И при чем тут аборты вообще? Мы общество с очень большими проблемами, и поэтому нам лучше идти по своему пути. Ну а запрет аборта, правда, абсолютно не понимаю. Когда ты вынуждаешь женщин с медицинскими показаниями выезжать из страны за границей, делать аборт, это что изменилось абсолютно? Какие-то мы слепые в некоторых вопросах. Дни, которые я провела в тюрьме, это была большая школа и терпимости, и встреча с людьми, которые были благородными, порядочными, и те, которые озверевшие, злые, злобные. Они ни за что могли ударить ножом ночью, поранить ногу. Никакой защиты, никакого милосердия не было у этой части людей. Хотя я старалась по мере возможности, по мере моих знаний врача и психолога с каждым из этих агрессивно настроенных людей привести или разбудить у них вот эти чувства человечности и приводить примеры. Ну вот посмотрите, как мужская половина ведет себя, как вы на меня наезжаете, непонятно за что, потому что я читаю, пишу книгу, значит, можно на эти листы и воду налить, и порвать, и в мою постель воду налить. За что? За то, что я не курю, как вы, не пью, не ругаюсь. Вот эта ругань была самая невыносимая, которую я там могла услышать. И вот как только я начинала говорить, что эти слова плохо отражаются на вас, и все, в конце уже нашу камеру начали называть интеллигентной камерой. Я читала, я им перечитывала, я им наизусть говорила очень многие стихи. Например, из «Братьев Карамазовых» «Не лгите». Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и слушающий свою ложь доходит до того, что никакой правды ни в себе, ни кругом не различает. Стало быть, доходит до того, до неуважения к себе и окружающим. А не уважая никого, он перестает любить. Вот это все я говорила, и что без любви, без уважения, без взаимопонимания, без культуры, без интеллигентности нигде невозможно прожить. Даже здесь, в тюрьме, мы должны оставаться людьми. Вот так вот получилось в моей жизни, что я заработала очень много денег. И это было так неожиданно для меня. Я очень была растеряна, что с ними делать. Первое, это был порыв такой, одарить всех близких подарками, помочь бедным родственникам. Даже я вложила деньги в такую большую благотворительную акцию. Я себя ощутила мешком с деньгами. Вот как будто ко мне относятся как к мешку с деньгами. Мне стало так нехорошо от этого. Сейчас я понимаю, что проблема была во мне. Я вложила деньги в некую фирму, которая естественным образом исчезла. И да, это был транс, конечно. Я была ошарашена, когда мне позвонили, сказали, что фирма исчезла, а там была основная часть, 90% всех денег, которыми я владела, были вложены в эту фирму. Их не стало, наступило такое облегчение. Облегчение,
как-то так получилось, что я успела сделать все необходимое, то, что нужно для того, чтобы спокойно жить, работать. То есть тепло, есть на еду, есть что одеть, можно пару раз в год куда-то даже поехать. Вот этот минимум у меня был, и я понимала, что по большому счету человеку, наверное, больше и не нужно. 13 лет мне стало плохо, и меня повезли в больницу, и в больнице мне поставили капельницу. В общем, так, приехала домой через пару дней, у меня пропал слух. Там говорили, что это божья болезнь, но в итоге получается, что это просто мне капельница не подошла, и у меня полностью пропал слух. Шок. Чувствую для начала шок. Я и вокруг все, нам было сложно принять это. Я как-то просто обособилась и думала, что это со временем пройдет и все вернется на свои места. Мне было 13 лет, я была абсолютно здоровой. Но, к сожалению, так получилось, что вот со временем ничего не вернулось. Нам предложили сделать операцию. Это очень сложная операция. Ее делают только новорожденным детям. Но в исключительных случаях, таких как я, например, мы очень сильно попросили, чтобы попробовать гарантию, не давали 50 на 50. Либо буду слышать, либо нет. И в итоге я согласилась, потому что я помню, что я потеряла. Для меня было это очень важно. Вот мы согласились, и получается, что сейчас я все равно не так, как обычные люди, слышу, а по-другому. Это получается, у меня сразу в голову доходит звук, а у вас через уши. Но главное, что я слышу. И вот первое ощущение, когда мы подключили, мы сидели с мамой рядом, и вот мне подключили этот аппарат после операции. И вот, понимаете, мы не знаем, это поможет или не поможет. И мы просто, когда я сказала «да», и хотела, чтобы услышать чуть-чуть маму, мы просто сидели молча плакали и ничего не могли сказать, потому что это было таким большим ощущением. Я была в Питере, находилась, операция проходила там, и больше всего я хотела сразу позвонить брату, рассказать ему об этом. Я позвонила, и получается, мы уже сидим в палате, как раз чай пьем, потому что понервничали, и брату говорю, и получается, что я поставила чашку на блюдце, и он издал звук, я говорю, подожди, пожалуйста, говорю, меня эти эмоции переполняют, и для меня вот этот вот звук чашки об блюдце, говорю, так сильно волнует, говорю, что я, когда приеду с тобой, обо всем поговорю. И вот эти вот маленькие такие победы и эмоции, когда я приехала, первым делом я побежала на море слушать шум прибоя, а потом мы сидим во дворе, и птички чирикают, я такая, ничего себе, как я по этому скучала. Началось с того, что у меня стали неметь пальцы ног, кончики рук, пальцы. И постепенно в течение 2 недель я лишилась возможности ходить вообще. Еще через 2 недели пропала речь. В общем, вирус полностью активизировался, вирус в организме. Этимология довольно плохо изучена, диагноз поставить не могли очень долгое время. Я на глазах таяла и таяла, мама рядом по всем больницам была. И как потом нашли профессора в Институте неврологии, который смог поставить диагноз и определить, что это за заболевание, что с ним делать. Он объяснил, что это вирус, который повреждает всю нервную систему. И врачи, в общем, развели руками, папе, маме сказали, покупайте инвалидное кресло. И вот однажды я вот так вот опираюсь руками на подлокотники и встаю. То есть до этого я не встаю. Сижу, лежу. Ко мне приходит физиотерапевт, который мне постоянно там ноги, руки во все стороны машет. В общем, делаю это какое-то усилие. Я не чувствую опору, я не чувствую ног, но я понимаю, что я встала. Держась руками за стену, за фортепиано стояла в коридоре, я начинаю двигаться, я делаю эти движения, я дохожу до комнаты, я захожу в нее, и шкаф, который стоял, где были мои принадлежности косметические, он полированный такой, гладкий очень сильно. Я за него так рукой берусь, чтобы взять то, что мне надо, и рука соскальзывает по нему от влажности. И я прям в комнате там падаю навзничь на спину с грохотом. Выскакивает мама, которая не может понять, то ли ей плакать, то ли ей смеяться. Как я там оказалась, непонятно, никого не было вокруг.
Вот с того момента я начала двигаться. حبدو سحوت سرا خاني لسخزم تعشر عن سخنا نجاز جوي سرا سبدو يوب سرا باتخ سيونان نسوس كوشو قستوزاكم كوساب خندو دحو ددولزي دواتاخ أنبي يا علي حسرجيس خسر خان سندوزا باتخ أنبي دبسيد بحا بستصخرا حبس سيفت نسار سرجي يشبوك ويشحو زوجيس حنافر سرقانا شاسرتن سيونالي سنن يونالا يقان اختاح ندوك ينت زامتخ يخرخنا وصحيت أكاكي مختت هجانقل ديك حرخوت وجس فان داسر حيد دناسر ح يرا يلوكا نس إما حداتس دار حنو دنوكست يتك خوجيك تخرا رئيس تبدس زلخ وزرها بس وش حاشي خوجيك ياشر زرقوتها جاسر ديك يجي خشليكي يجا ناصر يبزاحني نزبة يلسكايت وش تبري أقاقيس شي مخوها وصحيت يا يشبوكو صحيت ساجا خاك اش ما حدزاكو نسحيت سشمات شجدزاكو نسحيت سنابا أنا بيز شپاس زجوي نسحا يلا غرتكوا أيو يبلغر История связана с потерей ребенка, которого я очень ждала, очень хотела, безусловно. И это такая моя боль. Не знаю, как это говорить. Ну, в общем-то, наверное, конечно, у каждой женщины есть свое предчувствие, и мы все это понимаем, и, безусловно, я не открою ничего нового, что когда женщина ожидает ребенка, она, безусловно, там с ним и говорит мысленно, и ждет, и общается, это связь. И за день перед тем, как это случилось, мне приснился сон, что я сижу в кресле там у себя дома, а напротив у нас стоит диван, и на этом диване сидит мой муж, и уже вот этот мой ребенок, которому, во сне, ему, там, наверное, уже, примерно годик. Он сидит маленький на этом диванчике с кудряшками белокурыми на голове, так вот машет ножками, не доставая до пола, естественно. И я понимаю, когда я смотрю на это, у меня такая безграничная любовь сумасшедшая, и мне так хочется ее вот выплеснуть, и я пытаюсь дотянуться до него, я тяну к нему руки, и не могу, хотя там расстояние, 1,5 метра. И на утро я просыпаюсь и понимаю, что какое-то что-то вот со мной произошло. Я, естественно, поехала сразу к врачу, там стали всякие разнообразные делать анализы и так далее и тому подобное. В общем, примерно уже попадая в роддом, а это уже был очень большой срок, то есть вот-вот-вот, я уже, не хотела, конечно, до последнего в это верить, но понимала о том, что происходит. Наверное, первые полгода я вообще очень плохо эти полгода помню, потому что они были для меня очень тяжелыми. Месяц я вообще не выходила из дома, я там, естественно, плакала, засыпала, просыпалась, плакала. В общем, моя жизнь так была, сон, явь, все так было перемешано. Единственное, что меня на тот момент спасло, и я до сих пор, я все время об этом помню, все время говорю, меня спасло рождение моей племянницы. Еще одно откровение. У меня до сих пор, конечно, все спрашивают, почему там сейчас такие возможности у женщин, медицина, она там уже что угодно, люди в космос летают. Я пробовала все. Я прошла через многое, там ЭКО и все такое, если это кому-то интересно, я их сделала 8 раз. Но, видимо, как-то вот судьба, или я не знаю кто-то выше, ниже, считает, что вот так, как есть, она должна быть так. И вот не дано и не дано. Я помню, как вышла из поезда, и он встречал меня весь наглаженный, с иголочки. Надо отметить, что у него идеальное чувство стиля. И он такой красивый, набритый, просто сногсшибательный. И когда я его увидела, у меня все так внутри, не знаю, затрепетало, я поняла,
Это действительно мое счастье. Но, к сожалению, оно не было таким долгим. Мы прожили прекрасных 8 лет. Ни на день я не пожалела, что я связала свою жизнь с ним, сделала такой выбор. Мы жили душа в душу. В одну из ночей я ждала его, когда он придет. Мы были на связи, он сказал, что я скоро вернусь. И в какой-то из моментов я поняла, что я уже очень устала, и я заснула. Это неописуемо, насколько ты сразу это все не осознаешь, но потом это к тебе приходит. Я проснулась от чувства, что ко мне кто-то прикоснулся и провел рукой. Я думала, что он пришел. Я вздрогнула, поняла, что его рядом нет. И первым, как-то это чувство, может, называется, сердце упало. Что-то вот почувствовала. Я выглянула в окно и увидела наших соседей, что для такого позднего времени непривычно, чтобы они находились на улице. Я поняла, что что-то случилось. Как впоследствии оказалось, что мой муж погиб, его переехала машина. Что я чувствовала тогда? Что рухнул мир. Началась война. Это было где-то моему сыну лет 13. И 14 Сиды было. Когда я так говорю, я познакомилась со своими детьми. Я близко стала с ними как бы общаться. Это была трагедия. Вот эта вся трагедия меня детей объединила. А вот после войны я поняла, что уже вот руганию, приказами, запретами ничего в жизни не добьешься от детей. С детьми надо говорить. И мы говорили. Вечерами собирались. Я после работы, они после учебы. И мы садились на диван и говорили до 11, до 12. Мой мужик поговорил, я говорю, детей надо слушать. Они со мной делились. Во время войны мне было 16 лет, ему было 23. Перед боем он всегда приходил, чтобы не то попрощаться со мной, не то получить какую-то силу. И я обратила внимание на его зеленые ботинки, как кроссовки. Во время войны все одевали вот все, что попало, скажем, либо военные ботинки. Думаю, какие яркие кроссовки, откуда он их нашел? Мысль была у меня в голове. Мы с ним попрощались, он уехал. Подъехала грузовая машина, бортовая, и они открыли кузов. А на кузове тела ребят, погибших во время вот этого боя. И так получилось, что я там где-то рядом оказалась и бросила взгляд, и увидела среди среди тел торчат ноги, длинные ноги, а супруг у меня длинный, в этих зеленых кроссовках. Таких вторых зеленых кроссовок, не то чтобы во время войны в блокадном городе, я не знаю, где они еще могли бы быть. И я думаю, нет, я не могу без него, смысл мне жить дальше. Вот, и иду куда-то, иду, и вот я ушла в себя, в общем, в свои мысли, в наши беседы, все время у меня вот в голове его лицо, улыбка,
И тут я оказываюсь у обрыва. И в этот момент как будто током в мою голову ударило вот его слова. «Я не получу твою слезу и не попаду в рай». И тут я думаю, анализирую. Прыгнуть с обрыва я всегда успею. Все-таки он хотел мою слезу. Значит, я должна пойти, заплакать, попрощаться с ним. Вот, может быть, даже дотронуться до него, а потом прийти и прыгнуть в этот обрыв. Я подошла, стою у изголовья и не могу, не решаюсь. Я не знаю, сколько минут я стояла, секунд. Я знаю, сюда меня могут в любой момент отсюда выгнать, а с другой стороны, мне трудно открыть лицо. Я знаю, что это он, но просто я не знаю, лицо у него целое, не целое. Вдруг я увижу какое-то безобразие, а хочу его запомнить красивым. Ну вот что-то во мне происходит, и как, не знаю, произошло, быстро я снимаю эту простынь. Не он. Это был его близкий друг. Вечером того же дня уже я выплакалась, пришла в себя. Кто-то постучался в дверь, я открываю, стоит Беслан. Я говорю: где твои ботинки? Он говорит: перед боем мы с Тариком поменялись. Я не знаю, это была явь, это был сон, это было какое-то явление, я не могу сказать. Но я увидела человека, который со мной не напрямую разговаривал. Это был старец. И я, 5-летний ребенок, что может сказать? Это его ощущение и все, правда? Он говорит: ничего не бойся. Я всегда с тобой. И ты ты моя. Я проснулась и это рассказала дедушке. Дедушка меня погладил и сказал: «Сейчас бы сосуд». Вот никогда ничего. Вот я знаю, что я бояться. А что бояться смерти? Мы все умрем. Что, какой момент должен быть? Я не знаю. Конечно, выживать тяжело, жить трудно. Я, знаете, когда-то прочла в какой-то книжке изречение одного мудрого человека, который сказал: война кому-то мать родная, а кому-то грязь и кровь. Но война войной. А вот после войны построить мир и обратно возродиться – это очень сложно. Если меня спросить о самых ярких и достаточно точных воспоминаниях, то это, конечно, будет детство. Это 92-й год, город Корчал, это война. Это страх, это жутко, эти постоянные бомбежки, звуки звонкой сирены. Это ужасно, когда ребенок в свои 6 лет думает не о том, когда проснется, чтобы побежать во двор, поиграть со своими друзьями в любимые куклы, а его мысли заняты тем, чтобы выйти и найти дрова, потому что света не было, вот, и нужно было чем-то топить буржуйку. Огромные красные буквы на домах, из них складывалось слово «бомбоубежище» либо «укрытие». Чувство страха не покидало ни на минуту. Всегда была собранная сумка с самым необходимым и стояла у двери. Спали одетыми, так как бомбежки были регулярные. Звуки сирены, подвал, свечи, спички. Что может быть противоестественнее слов «война» и «женщина»? Женщина вообще самой природы должна давать жизнь, а не убивать. Но бывали такие случаи, что когда приходилось и женщине играть и принимать участие в боевых действиях, боязнь какая-то у меня все-таки была, все равно это кровь, это уже настоящие раненые. И вот девочки побежали, они вообще по профессии медсестры. А я стою с сумкой в руках и не знаю, что мне делать. Все стали кого-то там перевязывать, обрабатывать раны. И вот подружка вот это крикнула, Гунда, помню: Эльза, чего ты стоишь? Я говорю: а что мне делать? И я, конечно, потом подбежала. Первый мой раненый был, это кого я обработала рану, Тимур Беглава. Он был убит, конечно, самый Шерский.
И он вот придерживал свою ранку, помню, прямо на голове. И я говорю, бери руку. Он убрал, прямо фонтаном хлынул, если честно. Я не знала, что мне делать. Мне будет 100 лет 20 января 22 года. Я из Сталинграда уже тут только одна. Война началась 41 год. Я как раз в июле месяце закончила медицинский институт. И меня сразу же призвали. И меня туда, в эту дивизию, назначили командиром взвода. И в Сталинграде шли бои непрерывно, непрерывно. Внизу они, вверху мы. Вверху они, внизу мы. Вот так шли все время бои. Страшенные бои были, погибло очень много народу. Из моего полка, из моего взвода осталось только 11 человек. Остальные все девочки погибли. И вот за вынос раненых 100 человек я тогда вынесла. Дали мне медаль за отвагу. Пока живет человек, нельзя говорить о старости. Я считаю так, он все сможет, если будет следить за собой и любить себя ради своих детей и окружающих. Он не должен все время о болячках говорить. Он должен жить и радоваться. И тогда вы не почувствуете его старость. Сра сухчква истаху сызтаху зеге рыцги сымбаква. Абас джера чимузира баап сык схымгаква усан сейсатвишер на аги абстазарахи сра сран читабу паясхо.